Топим печки, друзья. На улице прохладно у нас. И Маша топит печки. Сегодня, наверное, 2 печки будем топить, да? Да. И маленькую с другой комнаты. И вот эту большую на кухне. Через день топим? А так, да, так топим-то через день, конечно. А сегодня вот 2 печки. Потому что вчера что-то совсем уже... Когда еще снег не выпал, дом холодный. Вот снег выпадет, потом утеплим снегом снизу. И все. И земля потом тоже, наверное, снегом, когда покрывается, она не остывает дольше. И дом теплый. Правда, топим не очень много сейчас. О! Бандит там у нас. Рыжик. Сколько ты засунула там? Пару дровышек Маша и засунула всего. Пару. Ну, это маленькие, мелкие дровишки. Вот такие. Размером такие дрова. Вот это примерно вот что вот осталось, это еще на следующую топку хватит. Вот это там 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 маленьких. 7 там. Не, 6. Вот, сейчас растопим. Вместо бересты Маша использует это коробки из-под яиц. Получается, мы бережем березки. Да, Маша? Да. Это то же самое, что и та береста, что это одинаково вон забирается. Да, и заодно утилизируем. Да. Мусор. Вот так. Ну все, раскрылась печка. Что собираешься сегодня варить-то на обед, Маша? Суп хочу сварить в печке из дичи. Из глухарки давай. Ну да. Ну, в печке? Печка же вкуснее, да? Ну вот у нас чугунка-то нету, да. Ну, в кастрюле также она будет растомиться, мясо будет нежное, от кости будет отделяться. Очень вкусное нежное мясо будет в печке. Надо бы рыбку тоже, конечно. Щука-то у нас есть в магазине, большая щука так и осталась, так и ничего не сделали. Законсервировать хочешь? Надо бы тоже попробовать поконсервировать. Она мороженая, и надо разморозиться. Да, потому что так бы, наверное, более-менее кушаем. Угу. Ну хорошо, там печка сейчас потом растопится, да. У нас как, снизу топим, а готовить можно в верхней печке, большой печке. Вот там жар идет туда, весь жар. Ну, такая система. Кто-то скажет, что экономка печка, это не экономка, это скорее всего теплушка или как называется эта печка. Не знаешь, как называется эта печка? Теплушка, может, есть. Вот. Ну все, ждать будем. Ну да. А между тем покажем, как там Маша там раньше щипала эту глухарку, кополуху. И вот сейчас посмотрите. И как мы вместе опаливали ее. Ну, конечно, первый раз. Как щипалась-то? Да. Первый раз. Я еще ни разу не отщипывала. Как это деревенская женщина не общипывала дичь? На это есть мужчины дома. Ну да, в принципе... Так что это мужское дело, я надеюсь. Может быть, так-то и Нет, не мужское, но женщины тоже делают, но в принципе... В основном у нас в деревне мужчины этим делом занимаются. Мужчины.
Ну, издавна так сложилось, что мужчин. Но и не отрицаю, что многие женщины тоже Ну, это уж помогает общипывают. мужчинам, наверное. Если там много уже они привезут. Раньше же было дичи очень много, а сейчас что-то все уменьшилось. Раньше слишком много было, как я помню. Да, раньше дичи много было, а сейчас... Веса нету, Сейчас только немножко угощаемся и сами угощаемся. Других уже угостить не можем. Самих угощают. Самих угощают, да. Вот. Ну все, ждем печку нашу. А пока там Маша будет своими делами заниматься, я своими, а вам покажем, как там Маша общипывала. Я даже не знаю, как ты общипывала-то. Надо посмотреть еще на видео, я еще не монтировал это. Увидишь. Я занята делом. Значит, Сережа пошел на прогулку сегодня. Погода очень даже хорошая, замечательная такая, солнечная. Но, конечно, ночью подморозило. Сказали, у кого 10 показывало, у кого 7 градусов мороза. Но с утра было все белым-бело. Все инеем покрылось. Вот. И земля такая замерзшая. Вот. И днем погода все равно потеплее, конечно. Ну и Сережа пошел прогуляться. Он, конечно, не может. Дичь это распотрошить, или как это сказать. В общем, сегодня сама я начала первый раз, конечно. Не получается, но стараюсь. Вот, как-то так, наверное. Ну, что-нибудь да получится. Кучики с кучей. Я даже не знаю, с чего они начинают. С головы или сзади, спереди это все вырывать. Я сама не знаю, но сначала с шеи. Барсик уже под столом лежит, дожидается своего. А второй кот еще спит. Он еще не знает. Ой. Но живот он уже чистенький. Так, пойдем дальше. Ой, падает у меня. Вот я закончила свое дело, сделала. Еще осталось, оказывается. Ну, готовенькое. А это кошка. Голову срезать Барсику. Барсик будет, покушает потом. А вот я вернулся
так сказать, прогулки. Сегодня выезжал на улицу, Умку до речки сгоняли сумкой. Умка устала, сейчас отдыхает. Вот. А Маша, оказывается, ощипала глухарку, кополуху и дожидалась меня, чтобы упалить. Сейчас вот быстренько вдвоем, потому что Маша горелкой не умеет пользоваться. Да. Я упалю быстренько, а потом уже что-нибудь когда-нибудь приготовим из этой кополухи. Скорее всего, суп, потому что самое то супом. Это дичь есть самое то. Ладно, будем работать, так сказать. Процесс, обычный процесс. Опаливаем остатки перышек. Там все равно чуть-чуть остается этот пух, да что-то. И все будет чики. Они сидят. У нас там рыжик смотрит. Вот такое приспособление сделал, просто доска, и около печки весь запах, который неприятный идет от опаливания, идет туда, у нас там вытяжка, печки тянет, все нормально. Процесс несложный, конечно, это. Сейчас вот благодаря вот этой газовой, раньше в печке, конечно, в печке дымок получается, привкус дымка получается вкуснее или на костре. Это ведь и есть самое главное. Самое главное, что аромат такого остается. Аромат дымка, аромат опаливания. Это и придает пикантность. Такое пикантность дичи, что это дичь, а не просто курица какая-нибудь или что. Потом это все Машенька быстренько вымоет, ополоснет, все будет хорошо. В принципе, потом уже, все, закончили. Сейчас горелка остынет, пускай. Вот такая кополуха у нас. Такое действие. Вкусная вещь, между прочим. Сейчас сезон охоту на боровую дичь. Все мужики в лесу. И вот нас угостили. Дядя Ваня. Такой вкусняткой. Вот так. Так, друзья, у нас ранее приготовленная кополуха, которая глухарка, уже вымытая, еще чистенько, на половину порции разделили, потому что нам двоим целая туша много будет. Одну половину дочки отправили в город, а со второй половины сварим. Все очень просто. Мясо, водичка, сейчас Маша добавит. И сначала на плиту, на печке же, а потом в печку томится. И все. Деревенский суп такой, мясо, картошка, тут больше ничего не должно быть. Все, вот на печной плите этот суп доведем до кипения. И потом как раз печка уже гореть не будет, а будут угли, жар. И мы ее в топку уже засунем потом, большую. Там она будет томиться. Сейчас немножко Маша посолит. Солит по вкусу. Где-то на ранних видео кто-то из подписчиков или из зрителей сказал, что никогда там не варили суп из рябчика, из дичи. А вот такой очень простой. Мясо в печку, так и все. И картошку еще Маша положит потом, уже после того, как мясо будет готово. И все. Да.
Вот так. Ждем. Закипает. Пускай закипает. Ну что, друзья, у нас суп такой из дичи закипел. И сейчас и печка подошла к тому, что, ну, я не знаю, как по-русски, ну, там угли только остались. И надо засунуть в топку, большую печку. Так. И это на целый день. Ну, не на целый день. Сколько там? Сейчас, ну, пускай томится. Часа 3 точно будет томиться. Там любое мясо перемалывает. Это печка, любое мясо. Там жесткое, не жесткое. Все равно какое. Там будет оно мягким, таять во рту. Вот. Я не знаю, потом Маша там что-то рыбные консервы затеяла, да. Не знаю, смогу ли нет заснять это дело. Если смогу, получится, то засниму еще. Давай, Маша. Разрешишь мне поснимать? Ну да. Делаем такой томатный соус, друзья. Лук обжариваем. Сначала. Потом уже морковку сюда добавим. И томатную пасту. Лук, наверное, до золотистой корочки так примерно обжариваем. Добавляем морковку сюда уже. Лук у нас, ну, дошел до готовности. Теперь морковку. И тоже обжариваем минут 5 хотя бы. Это же потом еще и в банке будет потом в печке тушиться. Так, и вот в эту потом морковку пожарили, и вот добавляем разбавленную томатную пасту. Ну, как бы будет томатный соус потом. Консервы будет в этом году в томатном соусе. В овощном гарнире в томатном соусе. Вот такой примерно. Сейчас вот добавили еще вот этой томатной пасты с водичкой. И сейчас немножко потушится. Вот такой замечательная добавка к консервам будет. Ну, соус такой овощной. Гарнир такой овощной. Вот у нас, друзья, щука. Порезанная на кусочки. Это одна щука была. Такая довольно такая крупная. И по слоям Маша будет ложить это в банку. Банка у нас пол-литровая. На донышко кладет перец, горошек, лавровый лист. Каждый кусочек просаливает. И плотненько так упаковывает в эту баночку. Вот слой рыбы, слой такого гарнира овощного. Но вот так примерно. И опять слой рыбы. И опять, ну, просаливает все. Каждый кусочек. Ну, это мы уже показывали. Вот только у нас было просто в масле, как бы. А тут еще гарнир такой у нас. Овощной. И вот так все эти банки она будет упаковывать. Потом зальем маслом. Снимать получается у меня сегодня напротив окна. Вот, столечко. И еще один. Ну, это надо. Это кусок большой, Маша, надо порезать пополам. Более так до сверху как раз получается, и если цельным куском поставить, то не очень уплотнится. Вот как раз 3 баночки. Как раз на 3 баночки вот эта рыба была. Такая крупненькая щука. Вот такие 3 баночки с овощным гарниром получилось. Так, каждую баночку, вот у нас баночка-то пол-литровая получается. Добавляем 1,5 ложки. 1,5 ложки масла растительного.
Ну, почему полторы? Потому что на 700 грамм добавляли, всегда добавляли 2 ложки. Попробуем так. 1,5 ложки. Не знаю, мало или нет будет. Может, 2 ложки надо, Маша, нет? Потому что масло растительное, она и будет размягчать эти кости ведь. Горячее масло. Щука крупная и кости довольно-таки серьезные. Особенно там хребтовые кости эти. Вот такие, вот такая. Это одна щука, друзья. Так, скажем нашему супу подвинча, извини, подвинча. И у нас пойдут еще сюда консервы наши. Ну, печка тем и хороша, что все, что сюда не клади, выйдет оттуда очень вкусным, очень нежным блюдом. Маша, там, ну, темно там. У меня фонарика нету, я не взял с собой. Сюда на противень вот эти баночки кладем. И вперед. Тут и автоклав, тут и дезинфекция, тут все будет. Ну, предварительно, конечно, баночки простерилизованы. Ой, ничего не видно. Я вот хочу поснимать, но там камера не берет цвет. Нам-то видно я. И, короче, там суп у нас. Тоже мясо томится. И, как бы, консервы. И Маша тут села. Вот так. Пару слов хочу сказать о нашей печке. Она печка, не, ну, как бы, все привыкли, что в деревне она русская печка. Это не чисто русская печка, потому что и не экономка. У печки экономки нету лежанки на, ну, лежанки нету. Там очень мало места. А у нас очень большая лежанка, и палати, и все есть. Это ближе к теплушкам. Снизу топим, огонь выходит в большую топку, где свод, где можно печь, там, вот, варить блюда всякие. И можно также сверху топить, но экономнее и удобнее снизу. Протопил, как только угли появились, сразу закрываешь печку, то есть жар сохраняется, открываешь для выхода углекислого газа задвижку немножко, чтобы дом не выходил, и все. Печка такая отличная. И тоже готовит. Все, что можно испекать, тоже можно испекать. Как русская печка, но чуть-чуть по-другому. Наши блюда в печке: суп, рыбные консервы. Будем ждать. Потом уже, а суп-то что? Суп будем добавлять только картошку и все. А рыбные консервы будем, сейчас они, крышки просто не закрученные, просто поставленные сверху. Заодно они тоже дезинфицируются, стерилизуются. А потом уже сгоряча будем закручивать. Консервы будут томиться до вечера. Это 100%. А суп-то по мере готовности, конечно, мясо. Как мясо будет отделяться от кости, положим картошку. И после буквально там, как картошку положили, буквально 10 минут там как закипело. Потому что не надо, чтобы из картошки пюре превратилось. Чтобы картошка не разваренная была. Вот тогда суп получается вкусным. Пока там у нас все в печке, друзья, вы не заметили, наверное, или заметили. Я успел побриться, помыться, постричься. И теперь буду уже, сейчас проверим это самое, ну, мясо уже там дошло, скорее всего, и сейчас положим картошку. Сколько времени-то? Часика 3 прошло, Маша, да? Да. Думаю, там мясо прям тает.
бульон и мясо там чисто. И сейчас мы сюда положим картошку. Маша уже там начистила картошечку. Порезала, почистила. И может кто-то скажет там, а где лук, да что-то. Лук при желании можно есть в прикуску, если кто хочет. Я, к примеру, не люблю лук. Дичь с луком есть, это, я считаю, ну, суп вернее. Когда тушишь там или еще, жаркое там делаешь, это да. А в супе надо, чтобы аромат дичи присутствовал без всяких приправ. Так, проверка на соль. Сейчас Маша проверит на соль. И если что, будет добавлять соли. А так вон бульон, там мясо. Мясо вот, ну-ка вот сверху там мясо видно, Маша, вот толкни ложкой. Покажи, что прям не мясо, как отделяется, какое мягкое оно стало. Прям мягкое-мягкое отделяется. Боишься дотронуться ложкой. Да, который я готова. Такое мягкое. Можно, как говорится, можно есть губами. Осторожно горячо. Соли там хватает или нет? Да, сейчас вроде бы нормально. Нормально, да? А, ты же добавила сейчас, да? Все. Ну, Потом обратно в печку. обратно в печку, да. И уже потом готовый супец будем вытаскивать уже. Где-то там еще у нас рыбные консервы. Ну, я не знаю, почему мы с Машей сделали эти консервы. Маша, почему мы банку-то сделали? Или не, все равно не съели бы столько сразу, да ведь? Конечно. Там, я люблю, когда чтобы сразу покушать. Вечером попробуем одну банку. Попробуешь? Ну да. Ну хорошо, попробуем. Но думаю, уже достаточно времени прошло. Картошка, думаю, тоже уже дошла до готовности. Сейчас Маша проверит. Посмотрим. Ох, наваристый такой. Бульон такой с картошкой. Ну-ка, картошка. Мясо там, ух. Каждая капелька жира вышла наверх, на поверхность. Да? Угу. Вкусно? Готово, да. Угу. О, я аромат чувствую прям. Аромат супа из дичи. Вещь. Сейчас попробуем, покушаем. Давайте. Угу. Ну вот, друзья, вот так выглядит супец из дичи, мясо, картошка, бульон. Больше тут ничего нету. Но, уверяю вас, это очень вкусно. Так, пробую, друзья. Горячий. Вот это... Я даже хлебушек не беру, почему? Сейчас скажу почему. Сейчас это еще раз. Горячий. Сейчас с вами немножко пообщаюсь, я потом буду эту тарелку вмиг опустошу, вернее. Почему я без хлебушка ем, еще расскажу. Потому что, чтобы вкус остался, вот этой дичи остался во рту. Я не люблю там с хлебушком. Или очень мало хлебушка ем, именно вот супом, когда с дичью. А когда суп вот там из свинины, из говядины, я с хлебушком. А вот из дичи все так и люблю. Вот только рябчика, когда он ранний рябчик, он еще без жира. Тогда я ем с хлебом с маслом этот суп. А вот это уже поздняя осенняя дичь,
Она жирная, она такая упитанная и дает такой наваристый бульон. И я ем без хлеба, потому что очень вкусно. Ну, очень вкусно. Маша, спасибо. Печке нашей спасибо. Сейчас я это быстренько все буду уплетать. Маша сегодня не хочет сниматься. Говорит, я буду за кадром кушать. Ну, не волить не будем. Вот так. И что еще? У нас еще будет момент с вытаскиванием рыбных консерв. И мы все-таки решили с Машей на ужин одну баночку открыть. Ну, то есть не закрывать. Вот. И покажем, какие же размягчилась рыба или нет. Итак, друзья, у нас небольшой, ну, как обещали мы вот на ужин показать. На ужин у нас мы я никак не подумал, и Маша тоже не подсказала мне. Она же будет горячим, эти консервы, очень горячие. Маша взяла и закрутила. Даже я вытаскивание потом не стал снимать. А уже вот час на следующий день банки остыли. И вот одну банку откроем и покажем, размягчилась там рыба или нет. О, звук такой характерный для консервов. Вот, консервы из щуки в томатном соусе такой, овощно-томатном соусе. И сейчас Маша попробует там. Вот такой соус вместе с лучком, с морковкой. Сейчас будет пробовать Маша и скажет. Короче, экспертиза супа из дичи была моя, а и из щуки, консервовой щуки домашних, скажет Маша. Кости, интересно, размягчились или нет? Угу. Мягкие, да? Ну, щука крупная была, и кости такие, довольно-таки мощные были. Вот. Мясо А вкус мягкое. какой? Вкус какой? Соли там. Соль хватает. И я боялся, что томатная паста там кисленькая будет или нет, или нормально. Как раз самый раз, да? Гарнир как? Гарнир самый раз. Угу. Нормально, да? Ну, все понятно. В следующий раз будем эти пропорции тоже соблюдать. Так что очень вкусно. Мне понравилось. Угу. Печка, значит, еще раз ставим плюсик печке нашей тоже. Ну и тебе, естественно, как хозяюшка. Угу. Вот. Приятного аппетита. Я тоже сейчас к тебе подключусь. Спасибо. Ну, в принципе, наверное, буду заканчивать это видео, потому что хотели показать готовку на деревенской кухне, деревенской печке. Вот это и показали. Единственное, тут в печке можно приготовить что? Единственное, что когда вот супы готовишь, вот эти консервацию, да, время не уходит. Там взял суп, кастрюлю положил и все, быстренько. И пока это там печка, ты свои дела делаешь, давай. А вот когда выпечку делаешь, надо следить за жаром. За жаром, чтобы не проморгать жар, и чтобы не рано было. Вот это уже как-то более современные хозяйки уже стараются духовкой, когда им удобно печь, и поэтому и мы тоже печем по большей части в духовке. Но в печке, конечно, вкуснее получается. Вот так. Ну все, друзья. Заканчивая это видео, всем говорю пока, всем до свидания, пишите комментарии, с удовольствием с Машей читаем эти комментарии, будут вопросы, отвечаем на эти комментарии, всем говорим спасибо. Вот так. Ладно, удачи, до новых встреч на нашем канале. Всем пока.